از حسن حاجی سلیمانی برپرسیار روزنامه کردستان من. روزنامه کردستان ایسال 10 ساله در قزاقستان درته. دولت قزاقستان بنا هندک نتوا گل امکان وکر نکو بنا چند هنر خود بیشتر ببین. سعی بنا ملت کرد بنا زمین ادبیات دیروکه گل امکان و بنا سعی اول نمونه قاضیت کردستان کالو باوی ما کردن شوپیه شکال باوی ما مایا حتی روزه ایرو جوالاته حتی سرگونیه یعنی بیشش ساله کرتی حتی روزه ایرو سیحته ساله اما نه او کردن شوپیه نه توپ کردن یعنی سال 10-15 جرا گله قزاقستان هر گلک چند هنر ذکرشی انجی و وان کردن شوپیه به مکرشی در گله قزاقستان دیدنی رکو چند هنر کردیجی هست بنا کرد و یکی چند هنر کردیج گله کی کمناره دردیم پرن کدنا سر هف برینم کورن نای نهف خلاص ناون جمارا دف از وی دردی کرا بیشم خراف کرن گندو باجار وان ام هیشتن حسیر هجار میتن خونامه نجار از وی دردی کرا بیشم ام کرنه دجمن زاری روجیل مدکن تاری مدکجن بخداری از وی دردی کرا بیشم شورشام درنگی کد بوی آزایی مدا کدهد دردی مبو 1100 از وی دردی کرا بیشم گلی دنی چونا عرشا ام هیدکن میتینگ مشا وی روشه دا چا ببمشا از وی دردی کرا بیشم ام هرتم هلبست هستن لینا آزا نسر بستن 100 سالا و ام بندستن از وی دردی کرا بیشم آگریا قلب گهوار سیپان خلات جودی گبار قلب بن یک نبن بیزار از وی دردی کرا بیشم اف دردکی بی درمانه بی حکیم و بی لغمانه اوی دردی دنیا زانه از وی دردی کرا بیشم هر دم از مراق کشم جوان دردا کرو گیشم گلی دلیخ چاب ریشم از وی دردی کرا بیشم Сегодня мы находимся в гостях в семье уважаемого курдского поэта, писателя и переводчика Гасаны Хаджи Сулейман. Я благодарю вас за ваше гостеприимство, за то, что у нас есть возможность поговорить. Я считаю, что каждый человек, который что-то делает в курдском деле, он создает фундамент. Мама сказала, Хаджи Сулейман был очень скромный человек. И поэтому его дела, они как будто бы немножко незаметны обществу. Но на самом деле, без того, что он сделал, не было бы сейчас, понимаете, движения вообще в истории, в развитии курдского языка. Потому что это все становление было, это был фундамент. Без этого никак нельзя было. Первое слово я хочу предоставить супруге, мамушке Хаджи Сулейману, Метело Назар. Спасибо. Как вообще вы оказались в Казахстане? Ари бро до такшику и зиони беднамада иди маробу боркер. Маро дангих накерен. То бижна мавайн харнашир. Джиноро бисту гутбами кормонжеш бишинен. Фаркитуна мусульмана. Иди маж робу контейнер рекзал козда. Ам даркатен хотна Ташкенти. Амут на Ташкенти дорек ани бутунгу ило галак аки Казахстане. Дорек ани поезд хсёр бун хотна аки Казахстан. Курды за 100 лет пережили несколько вот таких, ну, можно сказать, депортаций. 37-й год, 44-й и конец 80-х, да?
когда был вот этот карабахский конфликт. Ну, тогда же еще из Кыргызстана же сюда тоже приехали курды. И получается, с этими чемоданами, с маленькими детьми, вы с Армении поехали в Узбекистан, с Узбекистана, потом в Казахстан. وقتی که از خط معرضی داد ولی میر دو همیر که ازبیک از ها بلند کردم که از واگونی درنگی نکردم. خودی جانی ساخت بود. حتی کیشان واگونی چی من نمیره گود گاده الدون عالی من رواندن. جان چما در کردنش پویزدی؟ ام در نکردن ام تازه سیارد بود. ها. ام سامالیوتی و آت نه ازبکستان پاش مبار کرد ام آت نورد. لی ماموسته کبو. ماموستهش با من دوست داری دنی با چمدان سونکه مگل کنجل دابون. زاری چوچک بون آدیال مگو امیر کوی یر من کو که ما یر که کو جیکی دام بمیرن ما خوی کن. Это та же история, что была в 1937 году, просто 60 лет спустя. Как было до, это в 1937, и вот 1988 год после. Но ничего не поменялось, просто поменялись декорации, а ситуация, сложность ситуации, она никак не изменилась. Поэтому было тяжело с маленькими детьми, с этим. И, конечно... Хардзори днеш вака Ибрагим был почти, да? Лизава Тельман. А он же нула Ибрагим был, бове он дасте, он говорит, был сумка, чемодан, да гарас опеки кузор. Поезд дитна накавна, он да, ну да, хапиду, он да, навен. Миша, а вот да, чемодан экитаркия, илмом малимду. Ну, в день, это в память об Мамуште Гаджи Сулейман, немножко о себе и вот о нем расскажите. Что вы о нем можете сказать? Спасибо вам огромное за такой труд, который, хоть она маленькая, но это большой труд для нашего народа. Асаев Хаджи Сулейман – это мой тесть, и это был человек, который был очень патриотом, патриот своего народа. Он, не щадя свою жизнь, он днем и ночью работал. Газеты, журналы выпускал, перевод сделал на курдском, казахском. Он знал 3-4 языка: армянский, курдский, казахский языки. Он был членом Союза писателей Казахстана. Это был человек, можно сказать, наша гордость. Он был и член Союза писателей Иракского Курдистана. Он, когда в Сулеймане выступал, вот, стихи, когда рассказал, это «Звидяди Керабежу». Вот это стихи как раз там заняли первое место. Да, это его стихи там сильно оценили. И, зная благодарности тому, какой-то хрустальный этот подарили, как резерв этого. Смотри, там со всего мира курды были там. Я сам закончил Бакинский педагогический институт, историк по образованию. Вот, хочу сказать, уже более 30 лет живу в Казахстане. Спасибо казахскому народу, они тепло нас приняли. Мы курды — это первый депортированный народ во всем Советском пространстве. В 1937 году первый раз нас курды выселяли с Нахчевана, с Армении, в Среднюю Азию. А потом начали остальных на 44-м чеченцев, ингушей, татаров, там, турков, месхотинцев. Мы 3 раза депортации жили. В 1937-м, 1944-м и в конце 1988-м. Вот. Более 20 лет живу в теплом, красивом крае Абайхана, Абая, великом нашем Казахстане. Что я хочу сказать? Жизнь продолжается. Дай Аллах вам здоровья еще раз. Спасибо за этот вечер, за эту программу. Я вам очень благодарен. Спасибо вам тоже. Когда вы оказались здесь, как вы тут обустроились? С чего он начал свою работу в газете «Курдистан»? А на тот момент он уже публиковался, у него уже были издания? Листовка до квши до. Та на дарсо лвак нина, дуду нина.
ریداکتر قاضی تو وقت تاری ریداکتر قاضی تو نیبود 4-5 شغل خورو پیدا کردی گله کاری قازاقی وی دقیقی هنگی ملت نزا زمان قازاقی چه اوی دقیقی هنگی توی دو خبر دو قازاقی به برای که تش دو بس مردم دو Ему легко давался, да, казахский? Он в основном писал на русском стихотворении, да? на курдском языке. Курдский переводил. А ему Татьяна Васильченко, вот эта женщина, переводила. Так интересно. А как она переводила? Она же не владеет курдским. Они вместе работали, да? Это Татьяна живая еще? Хочу с ней тоже увидеться, как-нибудь организовать с ней тоже встречу, потому что она огромную работу делала вместе с мамочкой. Переводила, я читала ее переводы, они такие глубокие, немного сложные, немного очень точные попадания в переводе именно. Она в своих переводах передает дух писателя, поэта, его настроение. Это важно, да. Младший сын Мамушка Гаджи Сулеймана, Эльман. Спасибо вам. Свое время всегда посвящал работе своей. Мамушка оставил очень много произведений, и я думаю, что, наверное, нужно будет найти время, найти людей, единомышленников, чтобы работать над этими переводами. Для человека пишущего, который оставил свои наследия, для его наследия важно продолжать работать над его произведением. Переводы, публикации. Последняя книга Мамушка в каком году издал? Было издание у него? Да, есть. Курде чиабу. Она замбуку вера нава бесте в герме да Констане да. همه همراه بکن شب ساعت یکی نوینه به حال بیش بین نسر هسپادا روزو برای خدانه بر چیه حالاتای بر بچمه ایلیه و مرشیان سویزو قازاق راده بن خانی کیجان خانی بیاد کن هنیر کردتنن نه کرده نه سهه نه کوچکه نه سواله بو یکی جانا جاویدن نه نافچه ده حسبا و پیوان بکردن یندگیش پیشیان دگرن میچاقی هنکی نوا بشکا دا سروکی بشکا برو زمان یوروسی زنبو عمل دکرد بیشه جنا دا خدا بیشنا آبیده بیامه خود بخاقین یگر هم پیشه و بردن یعنی جمعی گیده بخاقین جنا خواهی تا آبیده و بخاقین حتی زرکت آبیده خانقی باشه برو او مدیر نماینده که حکومت هاتون دانه سروت کرنی دکتر اوانا کرده چیانه ازم بونه نکارنا و قومستانی را بمینن جبو یکی جی بشه آن برددن نما دو روشت گیجنه آلماتی ده بیرانی نا حسن حاجی سلیمان 2015 ساله حسن حاجی سلیمان که چو سر دلوانی آخون مجبان اویا هلبسته کلی کربو از وی هلبسته اتخاذم پیشکش روحی وی بکم مگو خواهی نجبوی مفلک جمبرن هاج گلک بوی نجیلی امناس کرن ظلم آخرا درباز کرن به پیچیا و نای جمار گوتن و دل بو بریندار دست فلک امان نچار جبیر ناچ اوای تجار حسن را دخص فرمان بوی کار نکه قطع درمان نگیجنه حکیم لغمان روح قفصه به دست بردان پرگران امرناته نای هزان افدرده تا نفجی مایه پینوساته خلاص نبون خبره تا بوت هجا دل کردا صالح کبر برجی هاتا سردا نسکنی حسری چوا خبری بوم پس آها ظلمان ایار هل نددا بو نخوش گلو دردا آخینا دل پرتوگ وشاند برین دلق لور رشاند دردم پرن کتنا سرهب برینم کورن ناین لهب خلاص ناون جمار بدب از وی دردی کرا بیشم مگو کرا بیشی دردی پره اوها دنیات وین وره و دنیای ام ایوانن ام روک جبوی فلکی ام قربانن حضر رحمه لرحی حسن حاجی سلیمان و اوی گلک پرتوک نویسینه گلک حلبست رامان نویسینه اویا میراسه که مزنه جبونا مکرده هشتیه
بر هزار رحمه الرحیوی و مکانی جنت و سلاو ریز گلی خوشگو براین هجا از کنیاز مجید خازمی رو درقا حسرت کشکی ولاد هلبستوانکی ریزدار روزنامه‌وان ولگر کتکار روزنامه ژیانا کرد ورساجی کوارا نوباره نمر حسن حاجی سلیمان رحمه خدا له جیو بهشت و نهاجی بدستورات غازم اشواک هلبستوانک برای بچوک کرمامی لازم هلبستکی دیاری و بکم هلبست بنابه ولا من درد کل من زفی به ایشن هسرین جوان او دریجن حسرت دل از کی را بیجن جانگوری دم ولاد خو خارم من نمانه فلک ظالمه بی وجدانه دل من جبوی تا پریشانه دل کووان دم ولاد فرمان دانه اونه نیار شوتان دن گند و باجار گل من بیه حسیر هجار حسرت کشه دم ولاد و حاتیه وقت و دمه کس نمینه بکلو غمه رابن سرخواه ایدا شرمه در گوانه دم ولاد من دبیجن دما ما مسته او کاریخ بکر گلک معبر داد مالا و دبینه میوانی و ناقام گلک ناس بکن گلک ناوان ناس بکن ناس بکن چه ناس بکن گلک ناس بکن از کردستان ایش داوتن از ترکیه ایش داوتن لیزوی حوله چید کرد گوته دا حوله پر منجی چی که لیزوی دست بید کرد ما حوله پر منجی چید کرد دا برمان دا استول ها ود کرد دخورن کیف دکرن دیشتن چون گوتن های بی مالا پادشی هد بید و استول پادشی مرا وکی داری مجه هرمیشه وکی که زن کری هاتنه جاد گوتن نو اف چی هد گو جنو تا کرموش نینه اوش دکانیو دگو هاری ملت ای بوشخه مروان دیونیه آره نه مت راست اون رنگی خوب سپینه اون کردن Потім волкуни догор рунштом качка ругум кужер овда ичекен бимбнит овда خون سال ایچکرن و ما مستر زنکر و خیلی دا بون یعنی کوارتیر کدام نه خیلی بخونی آره ما مقبوط اکات کدام گفتن ovda و بدنی امی ما مستر زنکر بنی چت میشه و ما زنکری دو بروبی بروبی حتی استی ما مستر گیشتی دوره که ما شیلون ام بدلی کات نیست شکل کشون دو امی بیش خانی چیو دو بیه مقبوط چه بیه شیلون اندو اتو نبونه دوینو شیلان شپوی نگاره نیو گرارش چیت کر ما گش چی کرد چی نکرد گرور چی کرد حوله چی کرد پرام چی کرد گوشت ما سور کرد اونی جرای ما استول وکرش گوشت سپاس ماره جبوان روزانه جی ما مشتره جی سپاس من روز پادر که کشانده بود نوی نودم چه شانده بود چما ما بوسته دوار رید که اونا پاسش مرا پادر که دشینن دوی عفرم کلفتو ترک و امهایا ری کرن اوی پادر که دست خورد که دوست دیخی دستی بکی دست مال بیه چه؟ نه بیشم دپاش نبیشن برا سیکریت واره بمینه چتناوه رحمه خودی ما مشتبه سپاس واره جی و ام جیرو کرنه میوان خدا سپاس واره مرة كجالكي عايزة تشيج و كردا يعني كاريواجي جالكي значение. Спасибо. Инхарабе. Инхарабе, новомадови, амбаташове. Баш, спасибо. Джонсов брата, Амри Дриш, Заврусина. Кота ин момустар видеония, молом пори видеония тоти. Ава жбу Ибраим аз бу мен нас мано вада. Сар патри Ибраим. Ходе рожек бе тужи балинг би денги каши дерке. Амин. Папа был удивительным человеком. Несмотря на свою активную деятельность и занятость, он всегда был заботливым и в меру строгим отцом.
а также дарил нам свою безграничную любовь. Он был жизнерадостным, веселым, шутил, играл с внуками. Помню, он всегда читал нам свои новые произведения, и мы с удовольствием слушали в семейной обстановке за столом. В его произведениях утверждается мысль о любви к родине, патриотизме, про культуру и язык курдского народа. В 2012 году его пригласили на форум курдских поэтов в иракском Курдистане, в городе Сулеймани. Его произведение «Звидарди Керабешем» заняло первое место. Он многократно был награжден почетными грамотами и медалями, а также он являлся почетным гражданином Илийского района и был членом Союза писателей Казахстана. В 1992 году он стал главным редактором газеты «Курдистан». Для отца порядочность и честность было на первом месте. Он всегда наставлял нас в любой жизненной ситуации, прежде всего, быть честным с самим собой и по отношению к другим людям. А еще он всегда говорил нам: в этом мире очень много разных людей с разными взглядами на жизнь. Если человек делает зло по отношению к тебе, то лучше держись от него подальше и не опускайся до его уровня. Эти слова всегда помогают мне облегчить свой жизненный путь. В 2015 году папы не стало, и это было большое горе для нашей семьи. Он был опорой, надеждой, и казалось, что мы не сможем это пережить. Но прошло уже 10 лет, но боль все же не утихает. Он всегда будет жить в наших сердцах и в светлой памяти. Ибрагим мой ученик курдского. На уроке он себя ведет хорошо. Я такой вот отметила для себя Ибрагим. Он когда на уроке, он же поздно приходит на урок, они же поздно со школы приходят. Он такой уставший, и он на уроке как бы немножко вот не сосредоточен. Но как только я задаю вопрос, раз сразу отвечает. Я думаю, вот надо же, вот вроде он мыслями где-то не здесь, но в то же время отвечает сразу. И он читает хорошо. Он уже вот эти наши буквы умеет различать. Ш, Ч, И. Фатима, у нее память хорошая. Она прям вот все, что я даю, она все учит. Спрошу, она отвечает. А Ибрагим, ну это, наверное, вот опять же вот это логическое мышление, оно у него больше работает. И я думаю, что, наверное, поэтому ты стал играть на дамбе, правильно? Ты нам что-нибудь сыграешь? Давай, подари нашим зрителям какую-нибудь композицию, хорошо? Давай. Ибрагим, а вот все-таки почему ты решил выбрать дамбру? Ну, у тебя же какие-то мысли были? Потому что дамбра похожа на наш курдский национальный инструмент. И в будущем я хочу на нем играть. Вот видишь, какой ты молодец, умница. Правильно мыслишь и подумал о том, что если у нас тут пока нету, да, САЗ, где играть, пока ты начинаешь на дамбре играть. Поэтому мы передаем привет твоему учителю. Как его зовут? Георгий Владимирович. Георгий Владимирович, спасибо вам огромное за такое, то, что вы с ребенком занимаетесь. Ну и желаем вам побед в дальнейшем. Да? Да. Фатима, а ты, дорогая, почему ты выбрала скрипку? Ну, мне просто нравится то, что как она звучит и как на ней играют вообще мелодии какие и разные произведения знаменитые. А у тебя есть какая-нибудь, какой-нибудь музыкант,
который на скрипке, который тебе нравится кто-нибудь? Нет. Пока не смотрела, да? У нас есть в нашей культуре один очень знаменитый курдский скрипач. Я тебе потом отправлю его в Ютубе. Его зовут Саид Дельшат. Он играет очень хорошо во всех оркестрах, которые крупные курдские есть. Хаулери выступают в Европе. Он играет. И его композиции, они довольно известны. И он очень известный человек. В Казахстане ты, получается, вторая девочка, которая играет на скрипке, курдянка. Первая девочка – это моя ученица Дельвин Филипп. Она играет тоже на скрипке. Выиграла конкурс в Тбилиси где-то года 2 назад. Ну и вот вторая девочка – это у нас Фатима. Желаю тебе тоже побед, хороших выступлений. Мама говорила, что у вас был конкурс, вы там вот недавно играли. Ну, я считаю, что музыка развивает в ребенке все самое лучшее. Я вам желаю удачи. Ну и, конечно, про курдский язык не забываем, да? Ну, летом, в июле, Фатима и Ибрагим пришли на курдский. И у них сейчас уже есть успехи. Они говорят, словарный запас расширился. Это уже не настолько как бы удивительно, как первый раз было. И что самое интересное, пока летом все другие дети отдыхали, Фатима и Ибрагим учились, правильно? Так, может, споем? Як, ды, се. Бехамлю равше, шерину хоше, шерину хоше, зимани курди. Бейта хакие, кубра хание, зимани курди. Бехамлю равше, шерину хоше, зимани курди. Бейта харавше, шерину хоше, зимани курди. Курдинам. Что мы показываем курдинам. Вот так мы заканчиваем уроки, да? Эта программа сегодня посвящается памяти Мамуста Гасаны Хаджи Сулеймана. И его внуки, это его продолжатели. Наши дети учатся в специализированной гимназии, где обязательно должен быть профиль и можно выбрать инструмент. В гимназию попадают дети только те, которые проходят прослушивание и тестирование. Без инструмента в школе учиться нельзя, то есть это обязательное правило. При этом школа очень сильная в плане образования само. Оно не мешает профилю, профиль не мешает основному образованию. Это 83-е. К тому же в школе очень проходят часто конкурсы на международном уровне. Раз в полугодие это стабильно проходит. И это считается как экзаменом для детей. Помимо еще тех основных экзаменов, которые у них есть технические. То есть вот участие в этих конкурсах там обязательно. Они участвуют в международных конкурсах, ездят за границу. В этом году у них планируется выезд либо в Грузию, либо в Италию. Благодаря музыке они подтягивают учебу. Наша семья творческая, у моих детей, их предки, они все творческие. Как и их самое главное, это, конечно, дедушка, который вложил огромный вклад в развитие культуры. Но что я хочу сказать по этому поводу? Он был очень прекрасный человек, он вложил вклад, он посвятил всю свою жизнь культуре, народу и написал очень много работ. И самое главное в этих работах, знаете, что он везде пишет о курдском народе.
То есть он не просто писатель, который пишет на разные темы, он посвятил свои способности именно курдскому народу. Каждое его произведение, это, я считаю, что в нее просто вложена вся душа и сердце, потому что когда читаешь, понимаешь, насколько человек дорожил своим происхождением, своей страной, своей национальностью. Да. И я считаю со своей стороны, как мама, поддержать это. И, к сожалению, дети сейчас, растущие вот в курдских семьях, курды, не знают курдского языка. И огромное вам спасибо, что мы вас нашли. Это было сложно, действительно, что вы взяли наших детей, что вы помогаете им изучить курдский язык. И я надеюсь, что они оправдают все ожидания, наши, ваши ожидания, и что я хочу прям, чтобы они знали курдский язык в совершенстве. Это моя цель основная, как и основное их образование. То есть для меня, чтобы они знали курдский язык, это вот главная задача моей жизни, так скажем. Поэтому мы будем к этому стремиться. Мы наследники, потомки такого человека, и мы просто обязаны все это сохранить, это помнить и этим очень сильно дорожить. К сожалению, дети не застали своего дедушку, но они об этом знают, мы об этом говорим, они читают его книги. Это же здорово, что они будут это помнить, и это наследие нести. Ну, когда они пришли ко мне на курс, это был 3-й или 4-й урок, по-моему, когда я узнала, что они внуки Мамушта Гасаны Хаджи Сулеймана. И я прям, меня, знаете, тоже, я как будто почувствовала какую-то ответственность. Все. Что нужно помочь. Да, что нужно помочь, и что нужно дать им. И как человек, который работает с текстами, с переводами, со словарем, я понимаю, как это важно будет, когда они вырастут и будут работать над переводами, именно над переводами стихотворений деда. С курдского на русский, с русского на турецкий. Это очень важно. Я со своей стороны тоже чувствую такую ответственность. А самое главное, знаете, что мне больше тоже очень лестно, что дети, мы начали заниматься летом, это как бы каникулы, все хотят отдыхать, но ни разу мне дети не сказали, мы не хотим, мы не будем, мы устали. И вы знаете, что у нас ритм жизни тяжелый такой, и вот они с утра до вечера, они в школе находятся, и мы еле успеваем всегда, чтобы попасть к вам на урок, но мы никогда не пропускаем, что мы всегда садимся в школьной одежде, они просто садятся и занимаются полностью. Ни разу они не пожаловались на то, что они устали, или они голодные, или они хотят передохнуть, или можно перенести урок, потому что я думаю, что они все равно чувствуют ответственность, во-первых. Во-вторых, мы всегда говорим, что это родной язык, и его нужно учить. Навитечи? Тaqiyaki? Аш qiyza elmo. Ari. Navikalki tечи? Гасаны? Вот это очень... Вот это тот момент, ради которого все делается. Унхархабан кинан. Карденан. Мы находимся в Национальном музее города Алматы, где был собран уголок курдской национальной одежды и курдских национальных артефактов. Уголок был собран Мамушта Хасаны Хаджи Сулейман, но, к сожалению, ничего не осталось. Я специально приехала посмотреть, что же все-таки есть. Получается, что только вот девушка в национальной одежде, инструмент национальный, и вот особо ничего не осталось. Мамушта сделал огромный труд, собирал эти артефакты по всему Казахстану, где живут курды. В документальном фильме, который будет ранее в фильме, вы увидите, он сам там презентует и рассказывает об этом. Вопрос, где все артефакты, которые были собраны Мамушта Гасаны Хаджи Сулейман? Кому задать этот вопрос?
Семья тоже хочет знать, где все эти артефакты, которые были собраны таким непростым трудом.